нам писали, мы отвечаем. Телеканал Тува-24 – это не только выпуски наших программ в цифровом и кабельном вещании. Наши материалы мы выкладываем в свои аккаунты в социальных сетях и внимательно читаем комментарии наших пользователей и зрителей. Если у вас остаются вопросы, мы вновь возвращаемся к той или иной проблеме. Здравствуйте! В студии Инна Клоян и в эфире программа «Нам пишут». В начале месяца я подготовила материал о окотной кампании и заготовке кормов. Для оказания практической помощи сельхозтоваропроизводителям осуществлен сбор информации о потребностях в кадрах. Впрочем, давайте вернемся к моему материалу еще раз. В целом, зимовка скота в республике проходит стабильно в штатном режиме. Все хозяйства в полном объеме обеспечены грубыми и сочными кормами. В зимовку 2020-2021 годов на территории Республики Тыва сельхозтоваропроизводители вошли с поголовьем почти в 327 тысяч условных голов. В республике имеется 3277 единиц зимних чабанских стоянок. По сравнению с аналогичным периодом их число увеличилось еще на 143. Оставшихся кормов в республике достаточно в полном объеме и хватит до конца зимовки. Участниками губернаторского проекта «Кыштак для молодой семьи» всего заготовлено 15 858 тонн. Общие зимние стоянки 3277 имеется. И мелкий рогатый скот 1 235 000. У нас в некоторых личных подсобных хозяйствах, муниципальных образованиях случаи приплода, уже приплод появляется, так как и неорганизованной слушной кампании. Всем кыштаковцам у нас тоже проблем таких больших не имеется. Также по всем кыштаковцам по губернаторскому проекту «Кыштак для молодой семьи» распределены опытные чабаны, которые наставники на помощь приходят. Поэтому подготовка окотной кампании закончилась. Из 5 регионов в Туву было перевезено 680 голов баранов-производителей и 47 козлов-производителей. Благодаря этому был выполнен план. Для оказания практической помощи сельхозтоваропроизводителям осуществлен сбор информации о потребности в кадрах. Фактическая потребность в работниках составляет 400-601 человек. Из них планируется привлечь через Центр занятости населения 356. Студентов учебных заведений 105. Большая часть чабанов планирует привлечь родственников и знакомых в количестве 3348 человек. У нас по республике организованный отар баранов-производителей 24. Есть районы, которые организованных отар не имеется. По республике 10 641 голов баранов-производителей. Из них организованные отара 4516 баранов-производителей, а неорганизованных это 6121 голов. Резерв кормов не исчерпан, также муниципальный резерв тоже 100% имеется. Сейчас весна какая будет, мы уже не знаем предварительного прогноза, и поэтому где, в каком районе будет корма не хватать будет, то мы будем распределять из республиканского резерва кормов. Вопрос зимовки скота стоит на постоянном контроле в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва. То количество кормов, которое имеется в наличии на сегодняшний день, достаточно для завершения зимовки. Отрадно, что наши зрители не только смотрят, но и задают вопросы после выхода наших материалов. И один из них достаточно наболевший. Это подготовка кадров к проведению окотной кампании. По полученным сведениям, фактическая потребность в работниках составляет 461 человек. Прошло много времени, и мы узнаем, сколько было привлечено или будут привлекаться работников через Центр занятости. На вопрос отвечает Александр Мангуш, начальник отдела содействия занятости Министерства труда Республики Тыва. В целях направления безработных граждан на сакманную работу с Центром занятости населения республики проводится следующая работа. Сейчас у нас заключаются договора с работодателями на проведение общественных, и, соответственно, временных работ. То, что касается со стороны Минтруда, для того, чтобы оказать помощь нашим землякам, которые трудятся у нас на селах, с 1 февраля, мы направили 35 безработных граждан
для того, чтобы оказать поддержку в хозяйстве. Соответственно, из них 22 граждане, они направлены участникам губернаторского проекта «Час рук». Ну и в течение месяца они должны отработать, оказать поддержку нашим землякам. Ну и, соответственно, со стороны Минтруда мы оказываем материальную помощь каждому безработному гражданину в размере 2100 рублей. Ну, также, значит, в марте и в апреле данная работа будут продолжена с центрами занятости населения республики. Ну, соответственно, также будут заключены договора с работодателями. Ну и дополнительно в эти работы будут направлены 496 безработных граждан, в том числе, значит, для того, чтобы оказать помощь участникам губернаторского проекта «Час рук», будут также направлены 176 человек. Это была программа «Нам пишут». Каждую неделю журналисты телеканала будут отвечать на вопросы по своим материалам. Мы есть ВКонтакте и Инстаграм. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всегда на связи Тува 24.